Семенова Карина, 7 Б-класс, средняя школа номер 45, города Могилева. Лесков Николай Семенович. Бессмертельный Голован. Глава 1. Он сам почти миф, а история его легенда. Чтобы повествовать о нем, надо быть французом, потому что одним людям этой нации удается объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю это все с той же целью, чтобы вперед и спросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть совсем скоро позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать его полное изображение, однако подберу и представлю некоторые черты этого невысокого ранга смертного человека, который сумел прослыть несмертельным. Прозвище несмертельного, данное Головану, не выражалось собой насмешки, а отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком. Его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован — человек особенный, человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под боком и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина? Или же такую кличку мы дала простота, которая сродни глупости? Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие, этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи, несмертельного Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом. Он погиб в так называемом городе Орле большого пожара, утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако часть его больше, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти, и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом продлилась его достойное внимания память.